Мы въезжаем в город Воткинск. Так чем же известен этот небольшой городок? Всемирную славу он приобрел благодаря имени композитора Петра Ильича Чайковского. Ведь именно Воткинск – родина одного из самых исполняемых композиторов в мире. Прекрасный город, озеро, которое почему-то зовут Пруд, вот. Но и главное – дом, усадьбу, шикарный музей исторический. Через год сделаем все возможное, чтобы здесь был фестиваль с очень большим размахом и на высоком уровне. В сфере промышленного производства Воткинск знает по уникальному производственному объединению «Воткинский завод». К слову, одним из директоров завода был в свое время отец композитора. На предприятии в свое время выпускались якоря, сталь для речных судов, сами суда, паровозы, экскаваторы, мосты, различное вооружение, гражданское и промышленное оборудование. Сейчас завод – флагман оборонной промышленности страны. С конвейеров сходят ракетные комплексы «Тополь-М» и «Искандер». Налажен выпуск нефтегазового оборудования, оборудование для атомной и космической отраслей. На возвышении с другой стороны пруда виден комплекс зданий и сооружений. Мы находимся около Удмуртского кадетского корпуса, лучший кадетский корпус в Приволжском федеральном округе, и это заслуженно. Здесь конечная точка нашего маршрута и начало нашей истории. Поэтому мы просто пройдем внутрь и посмотрим, как все стало в сравнении с 2014 годом. Здесь, в Удмуртском кадетском корпусе, мы начинаем свой рассказ о выпускниках. И сегодня мы расскажем об одном из них, но сначала повернем ход событий истории на 25 лет назад. Если бы стены могли говорить, мы бы могли увидеть фильм из сотен жизней. Но сегодня они заговорят, оживут, откроют нам правду, проведут нас по коридорам памяти. В 2000 году постановлением главы города Воткинска было основано муниципальное образовательное учреждение Воткинский морской кадетский корпус. Становление корпуса проходило в сложных условиях. Боролись за движение вперед, за развитие и перспективу для поступивших ребят. Боролись успешно, стремительно завоевывая новые высоты. Новый виток в развитии корпуса начался в 2013 году, когда был дан старт окружному молодежному проекту «Кадетство». Проект вывел Удмуртский кадетский корпус в 2014 году на новый уровень. Но столь успешный год стал и годом испытаний. Кадетскому корпусу всем составом пришлось покинуть старое учебное здание для того, чтобы отдать его под реконструкцию. С января 2015 года корпус располагался в деревне Кварса, в 13 километрах от города, на базе аграрного промышленного техникума. Несмотря на то, что жить и учиться приходилось практически в походных условиях, ребята не подвели. Незабываемый выпуск 2015 года. Надежные, безотказные, дерзкие в своих мечтах. Уже тогда рождались среди выпускников будущие офицеры, будущие герои. Я вспоминаю год 14-15. Выпускной класс сдают обществознание, так же, как и вы, готовятся усердно,
и упорно. И мне хотелось бы как раз вспомнить выпускника, который тоже сдавал обществознание. Ишбулдин Камиль. Усердный, старательный. Но что мне хотелось бы в нем сказать, это как солнышко, которое отзывчивое на любое предложение, на любое воспоминание, помощь. И самое интересное, если он любит и ему нравятся люди, которые рядом с ним находятся, он всегда будет рядом с ними. Упорство у него, не занимать. Не только упорство, но оптимизма при всех условиях жизни. Радости находить хорошего там, где его может и не быть. Вот этому надо у него поучиться. Выпуск 2015 года, необычный выпуск, потому что и условия были необычные. Но, тем не менее, ребята, многие ориентировались на поступление в военный вуз. А концерты какие новогодние были, а к 8 марта какие концерты были. Вот понимаете, при той трудности жизни радости, эмоций было бы настолько много и больше. А больше всего как раз выпускники, которым, извините, приходилось готовиться к экзаменам, причем им приходилось каждый день ездить на автобусе туда-сюда, сдавать экзамены в городе, приезжать. Иногда даже пешком шли от поворота. Я смотрю на Камиля Ишбулдина и вижу своего отца, ветерана войны, который точно так же пришел с войны, извините, и такое же ранение, ампутация ноги. И всю жизнь до 70 лет работал. Поэтому я очень уважаю и преклоняюсь перед Камилем. У Камиля я была воспитателем и классным руководителем с 5 по 9 класс. Могу сказать, что Камиль был очень скромным подростком, добрым и ответственным. Он не выставлял на показ своих заслуг и достоинств. На него можно всегда было положиться. Любые поручения он выполнял добросовестно и качественно. В учебе я бы сказала, что Камиль звезд с неба не хватал, но своим трудолюбием и упорством он добивался хороших результатов. В отношениях со старшими всегда проявлял должный такт и уважение, умел подчиняться. С одноклассниками у Камиля были хорошие ровные отношения. Ребята с желанием общались с ним, он всегда мог прийти на помощь. Помню, Камиль всегда с удовольствием принимал участие в жизни учебного отделения и корпуса. В целом, я бы сказала, о Камиле у меня остались самые добрые воспоминания. У Камиля Ишбулдина я была музыкальным руководителем и учителем музыки. Я отметила, достаточно одаренный в моем направлении в музыкальном плане, поэтому часто я его приглашала на различные концерты. Хотелось бы вспомнить те далекие, очень запоминающиеся времена, очень тяжелые, с одной стороны, становление кадетского корпуса, когда мы переезжали из основного здания в поселок или в деревню, правильно, к Варсу. И вот все эти тяжелые моменты становления мы прошли вместе. Когда я вспоминаю и говорю о нем, вспоминаю как раз и о человеке, на которого можно положиться. Я бы сказал, что он был скромным, доброжелательным, добрым и приветливым мальчиком. Его деятельность в плане спорта в кадетском корпусе пошла под девизом «Самбо в кадетском корпусе». Долгое время проводил на тренировочной площадке, он на татами, на матах, работал над собой. Выезжал на многие-многие старты, становился часто призером и победителем этих мероприятий. И для меня их выпуск вообще был запоминающимся, потому что мы с ними прошли, как я повторяю, самое тяжелое время. Для меня они всегда в сердце останутся как ребята, на которых можно положиться. И я всегда вспоминаю о нем, в частности, с теплотой. Это говорит о том, что, значит, то время, проведенное вместе, было не зря, и он останется и остается для меня замечательным и хорошим человеком. Камиля я помню, как начал учиться в старшей роте с 8 класса. Он умел и дружить с ребятами, и учился он хорошо, упорно, занимался спортом, даже призовые места какие-то были, я помню. В коллективе он старался держаться на равном, помогал ребятам. И в учебе, и даже в спорте. Я помню, подтягиваться учил младшие его ребят. Выпускники уходили, мечтая о славе родного учреждения.
уходили с уверенностью в будущем, с осознанной целью в жизни, оставляя награды, победы, песни. Среди этих ребят был и Камиль, скромный, серьезный паренек, любивший борьбу и справедливость. В 2015 году, в сентябре, корпус вернулся на родину, закончился глобальный переезд, началась новая эпоха. Первая встреча с Камилем после долгого перерыва произошла в Москве. Коллектив кадетского корпуса в 2023 году участвовал в презентации региона на ВДНХ. Перед выступлением к ребятам и подошел Камиль. Он находился с нами 8 часов. Обозначили встречу, которая состоялась в корпусе в конце июля 2024 года. Скажи мне, мы лучше или хуже тех кадет, которые вот тогда? И я хочу сказать, что они разные поколения. Вот то поколение старого корпуса, это совсем другие люди. Сейчас кадеты совсем другие. Когда они говорят лучше или хуже, они другие просто. Но вот те кадеты, у них есть душа. Да, это тоже хорошие, но там была душа. То есть какие-то вопросы решались. Ну, то есть если не слово давят, не сдержать его уже нельзя. То есть, да, уже все дал слово, значит, уже взять забрать. А то, что есть вот такие условия, ну, условия шикарные. То есть дождь не идет, всегда тепло. У нас своя котельня, грубо говоря. Ну, то есть все условия. Все, что нужно. Вплоть до того, что в этой системе мешков различных, вот, мы что-то с ними делаем. От самбо до кроссфита. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 77, 78, давай до того. 78. 79. 80. Давай пока делай что-то. Пока не докисишь, давай. 81. 82. 83. 84. 85. Хватит. 6. Мужчина должен быть не только сильным и умным, да? И красивым, но и иметь, конечно, ухаживать за дамами. То есть детям сейчас даем владение танцем. Даем однозначно, я считаю, это правильно. Базовая должна быть. На танцах как красиво потанцевать, как и красиво спеть в том числе. Ну, не дал бы голоса, да, но есть решение еще и поэтому мы это сейчас делаем. Ну, то есть я к тому, что разносторонне нужно, и мы вот здесь детей-то учим разносторонности.
Гвардии капитан Ижболдин Камиль Рустамович, выпускник 2015-го. Родился в Удмуртской республике, в маленькой станции Люкшуде, обучался с 1 по 4 класс и решил поступать в Удмуртский кадетский корпус. Поступил не с первого раза, так как я психологию завалил, да? Но не сдался и, в общем, я поступил. Успешно прошел обучение до 9 класса, хотел уйти после 9 класса на тренера, но переосмыслил и ушел учиться до 11 класса. С математикой у меня было тяжело. Успешно закончил кадетский корпус. И дальнейшая судьба, конечно, это нужно поступать в военное училище. У меня была мечта прыгнуть с парашютом. Значит, нужно поступать в Рязань. В Рязань тоже тяжело было поступать. Приехали в Рязань, а там все десантники, разведчики, а мы мабутейцы в зеленой форме одежды. Но самое интересное, что десантники не поступили разведчики. Поступили 2 мабутейца. Было тяжело. КМБ, маршевые переходы 50 км в одну сторону, 50 км в обратную сторону, с полностью в экипировке. Я не жалею, что выбрал судьбу офицера, десантника. И несмотря на то, что сейчас получил тяжелое ранение, показываю, что жизнь не заканчивается. Совершил прыжок с парашютом с 4000 метров. Надо идти вперед, несмотря ни на что. Люди без 2 ног делают те вещи, которые на 2 ногах люди не могут сделать. В следующем году собираюсь поступать в Академию Фрунзе, общевойсковую. Сейчас я являюсь ведущим специалистом-экспертом по военно-патриотической работе и работе с ветеранами, а также являюсь заместителем председателя Ассоциации ветеранов специальной военной операции в Псковской области. Сейчас начал заниматься еще проектированием социальным и буду создавать школу адаптивного спорта для участников ветеранов СВО. Ну и вот, в общем, я уехал в зону проведения специальной операции в Луганскую Народную Республику. Как раз 76-я дивизия меняла направление, с Херсонского направления заходила на Луганское направление. Нашей дивизии стояла задача не отдать Кременную, полностью мобилизованный взвод мне дали, просто с нуля. Они как на курорт приехали, составили палатку, потому что не было никакого опыта тогда. Я все думал, в Новый год я не вернусь вообще в принципе. Когда нас начали накрывать кассетами, когда авиация начала крыть и наши, и не наши, это просто... После первого-второго выстрела ты сразу все понимаешь, что и нужно, как делать. Этому не научиться. Ты можешь научиться управлять дроном, можешь управлять боевой машиной, но воевать в такой обстановке под артиллерийскими снарядами – это другое совсем. То есть, вот тогда мы сдержали крупную группировку. Полк находился в такой ситуации, здесь был очень большой пробел. И противник постоянно заходил, закреплялся. Необходимо было закрыть вот этот пробел. Нужно было укрепить рубеж. Утром ребята вышли на задачу. Они посмотрели птицы. Все хорошо, все замечательно, никого нет. Я до этого говорю, вы не надейтесь на эту птичку. Они полностью прошли рубеж, и их с тыла просто пулеметчик накрыл ВСУ. 7300 сразу же, вместе с командиром. Ну и все, следующая задача, мне говорят, штурмую. Беру снайпера, беру группу, подготовил, ухожу. Взял людей тех, кто более значимый. Мы только выдвинулись на птичью заметку, нас начали опять крыть. Мы доходим до соседней позиции, остаемся там. Хорошо, что была НПшка, которая рядом находится. Ну и все, часа 3-4 смотрю, наблюдаю вообще, что, кого, где, кто находится, чтобы заходить. В итоге выдвинулись. Вот там находимся, увидел я польского наблюдателя, 100 метров. С правой стороны у меня не закрытый рубеж, слева не закрытый. Ну, в общем, если закрепляться, нас просто накроют и все. Захожу, в общем, и понимаю, что с правой стороны прогал, который противник не просматривает. А мне задача стали с этой стороны заходить, там, где постоянно стоит. Ну, хорошо, что ребята выстояли, в общем, не спали-то 12 часов. Мы продвинулись, все, я думал, задача выполнена. И на утро, в общем, еще надо было 120 метров идти. Когда там тюльпаны кроют, прям хорошо. Даже после тюльпанов 240 миллиметр и после 100 килограмм тротила противник до сих пор сидит в окопах. Благодаря то, что мы 2 раза прошли вот этот рубеж, 200 метров, 220. Ребята нормально, без потерь, зашли с левого фланга. А потом была еще одна задача. Это вообще просто, я не знаю, как так повезло. Было тогда очень много и погибших, и противник на танках готов к контрнаступлению. А у меня рубеж метров 400, наверное. Командир роты, в общем, остался там, в 500 метрах от моих позиций. И опять надо было закрыть прогал, продвинуться, выставить наблюдательный пост. В 40 метрах от противника мы закрепились. Ребята ходили с бензопилой. Обычно бензопилу заводишь, все, сразу прилет.
А тут нам все дали сделать. Никто нас не кошмарил. И благодаря тому, что мы вот закрепились, все вообще четко получилось. Но потери были, но небольшие. А с правой стороны они пошли штурмовать. Доигрались до того, что шли, 2-200, и потом просто группу накрыли. Я делал все для людей, для взвода. Одного наркомана дали, вот это жестко, конечно. Через месяц меня закинули его в окоп. Пошел копать, хохла увидел. Взял гранату, зашел в бунгало, достал. Чеку, получается, уже вот так держит, все. Усики рожал, осталось просто. И у меня здесь как подразделение. Ну, в общем, пришлось с ним поговорить так. Я говорю, тебя один раз спас, второй раз, говорю, спасать не буду. Я говорю, семья, говорю, жить хочешь? Хочу. Нормально, в общем, гранату я его забрал, закрыл, и отправил в тылы. Сейчас вообще солдат великолепный, до сих пор воюет. По доброй воле, по зову души, за нашу жизнь отдают свою жизнь. В этих сердцах пламя не потушить, пока горят они, мир будет жить. По доброй воле, по зову души, за нашу жизнь отдают свою жизнь. В этих сердцах пламя не потушить, пока горят они, мир будет жить. По доброй воле, по зову души, среди костров и железных машин, дух и решимость их не сокрушить, пока не стакане мир будет жить. К 25 годам 2 ордена мужества, тяжелое ранение и бесконечное желание жить. Гвардии капитан Камиль Ишболдин с позывным «Кот», выпускник Рязанского высшего военно-воздушного десантного командного училища, в ноябре 22 года оказался на Сватово-Кременном направлении. Дома его ждала беременная жена, которая вот-вот должна была родить, а Камиль тем временем выполнял боевые задачи. Одна из них была, казалось бы, невыполнимой. Его группе предстояло взять подряд 3 рубежа и закрепиться на них. До этого позиция не поддалась другому подразделению. Аккуратно, точечно, выверяя каждый шаг, именно благодаря этой тактике Камилю удалось подобраться к противнику максимально близко. Задачу выполнили за 6 дней. На разведку каждой позиции он выходил лично. И даже когда во время одной из вылазок их обнаружил вражеский дрон и противник открыл по ним огонь, Камиль нашел другой способ занять нужный рубеж. Итог операции – большие потери ВСУ. Отработанную тактику он использовал на всех заданиях. Подчиненные говорили, в бой с ним идти не страшно. Но в июне 2023 года Камиль получил тяжелое ранение. Подорвался на вражеской мине. Ногу спасти не удалось. Итог – ампутация. Но жизнь после этого не остановилась. Сейчас Камиль растит дочку, помогает участникам и ветеранам СВО адаптироваться к мирной жизни, а сам занимается спортом. Участвует в полумарафонах и даже прыгает с парашютом. Здравствуйте. Ярослав, привет. Очень Камиль. приятно. Ярослав. Камиль у нас командир десантно-штурмового взвода, 2 ордена мужества. У нас подразделение стояла задача закрепиться на рубеже. Такой был тяжелый рубеж. Стояла задача именно полку, батальону продвинуться для того, чтобы успешно наступать в дальнейшем. Я подготовил тогда 2 штурмовые группы. Первую штурмовую группу мы успешно закрепились, максимально близко подошли к позициям ВСУ, без потерь. Потом уже через сутки поставили еще одну задачу. Это закрепиться уже на позиции ближе к позиции ВСУ. Сколько метров было до противника? До позиции противника метров 100. У него более выгодный был тогда рубеж. И перед тем, как второй группе заходить, дня 2-3 я ходил на позиции вместе со снайпером своим подразделении на рубежи, оценивал обстановку. Успешно, в принципе, мы выдвинулись на рубеж. Нас птица заметила и передала координаты, что передвигается группа.
Нас начали крыть и АГСами, и минометами противник. Но мы выбрали другой уже путь, прошли, закрепились успешно. При каждой из задач, перед тем, как завести подразделение, ходил ножками везде. Не то, что там птицу запустили и разведывали. Я проходил ногами. Тяжело в лесу воевать. То есть ты смотришь с коптера одна картинка. Когда ты проходишь ногами, ты понимаешь, что вот здесь может быть наблюдательный пункт противника, здесь может быть пулеметная точка. Говорю, нам нужно вот этот участок закрыть. Вот здесь нужно наблюдательный пункт выставить. Вот здесь нужно по-любому прокопаться хоть как-то. Начали накрывать уже первый накат бревен. Получается, соседний окоп справа от меня. Мы закреплялись, у меня пулеметчик выставлен был с левой стороны, работал снайпер с соседнего подразделения. И началось стрелковый бой. А справа тоже прогал. И там, то есть, низина такая, они на высоте находятся в ВСУ. И начали крыть над польскими минометами еще тяжелее. То есть там под 80-100 миллиметров. 2 или 3 выстрела с польского миномета пришли. И рядом со мной падает снаряд. Понимаю, нам надо держать рубеж. И контузит тоже. Товарищи контузит рядом. Ну, я рядом с ними был, то есть вот буквально у нас метров 5 расстояния. Я сразу перекличку, контузило сильно, а второй товарищ просто заново потом учился ходить, писать, читать. Он и чеченскую прошел, и после такого, говорю, и в общем, пришлось эвакуировать его. Километра 2-3, наверное, мы его тащили по лесам. Вдвоем, получается, то есть один, то мы вот так за руки взяли. Тяжело и в броне, и в каске это все нести. Не мог я товарища оставить. Была задача, мы выполнили ее. Часа 3-4 польские снайпера работали, и артиллерия, и танки. Но работали ДРГ противника, работали штурмовые подразделения противника. Нам дали месяц, то есть более-менее так освоиться, как молодым лейтенантам. Нам особая задача была это обучить личный состав по занятиям тактической подготовки, медицинской подготовки, военно-политической подготовки, строевой, то есть вот эти все моменты. Камиль был почти вдвое моложе самого старшего из своих солдат. Я знаю, как он относится к ребятам. У него было даже срочную службу проходили. Они до сих пор его всегда: товарищ лейтенант, вы, наверное, самое лучшее, что были у нас во время срочной службы. То есть они уважают его, он уважает их. У нас задача дивизии была наступательные действия, направление Сватово-Кременная. Луганскую область постоянно обстреливали, Кременную постоянно обстреливали. У меня задача была боевая – выехать на определенную точку, отработать. Мы с снайпером засекли, получается, наблюдателя. Была задача либо его ликвидировать, либо просто наблюдать дальнейшие действия, потому что у меня закреплялась в этот момент группа. И если я ликвидирую, соответственно, вычислят и снайпера и начнут работать по группе моей. Я находился с радиостанции, соответственно, там давал целеуказания различные. И просто сзади меня, то есть дерево такое относительно большое, туда попадает выстрел гранатомета. Из гранатомета отработали по мне. И меня просто закинуло в окоп, все зазвенело. Я понимал, что я командир, мне нужно выполнять задачи. И, соответственно, думал не только о себе, больше о личном составе, который находился на позициях, благодаря которым был удержан тогда рубеж. Наши войска продвигались вперед. И на переднем крае штурмовой взвод Камиля Ишболдина. Участок у меня был наиболее опасен, потому что находился он на перекрестке. Вот в тот день работали в закрытых огневых позициях танки. И тут я решил просто разведать обстановку. Прохожу, получается, участок. И просто взрыв. Я понять не могу, то есть, каска, броня, у меня автомат. И все, то есть в таком состоянии, что я смотрю на свою ногу и понять не могу. У меня посекло, получается, и правую ногу, и руку, и плечо. Тут бойцы Камиля еще раз показали, что он хорошо их научил всему: и воевать, и оказывать помощь в самых сложных боевых условиях. Сразу товарищи подбежали, конечно, оказали своевременно помощь, так как и обучал. И задача километра 3 мне надо было пронести до пути эвакуации. Они по этой траншее вот такой узкой, меня просто тащат. Я тогда проговаривал и кричал: я хочу увидеть дочь, я хочу жить.
Я хочу увидеть дочь, я хочу жить. Мне еще нужно вырастить дочь. Я постоянно думал, надо вернуться домой. По-другому никак. Ради чего, как говорится, стоит жить ради детей и нашего будущего. Эвакуация была смешная, потому что я попросил, чтобы мне включили шансон. Я встретился с человеком, который меня тогда эвакуировал. Благодарность ему большая очень. Он говорит, самая смешная эвакуация, говорит, это просто, говорит, с тобой было. Я в сознании был, но мне так, говорю, было, в таком состоянии, что давай шансон врубай. 4 человека принесли. На обоих машину десанту погрузили, почистили рану, зашили ее, появилась связь. Я позвонил супруге. Она тогда думала, что меня выводят все, типа задачи, выполнил задачу и все хорошо. Я говорю, не переживай, будет протез. Она, конечно, тогда ничего не понять не могла. Сразу, конечно, сказала, куда брать билеты, готова выезжать в любую точку. Сразу же, вместе с дочкой. То есть они, дочка, Лена, бабуля, втроем сорвались и прилетели. Война закончилась для меня. Буду я сейчас заниматься воспитанием дочери. Жизнь продолжается. Да. Камиль, позывной код, судя по тому, что 9 жизней. 9 жизней, да, я постоянно ходил, бродил. Что помогло жить дальше? Если так смотреть назад, я занимался спортом практически там с 4 класса. И еще учился в кадетском корпусе с 5 класса. Как бы там мне все закладывалось, вот это все, дисциплина, все вот эти такие, как сказать, качества. Не сдаваться. Ты из кадетов? Я из кадета, да. Знаешь, я сейчас сижу, слушаю, Мару слушал, этого парня, сейчас Камиля слушаю. У меня мурашки. Я думаю, вот сидит со мной, сидит рядом человек невероятный. Ребята, вы на меня производите всегда, вот я не первый раз с вами встречаюсь, не просто впечатление, а я ухожу всегда потрясенный. Я поражаюсь, что такие люди есть. Вот меня потрясают те силы, которые дал Бог, любовь, родители, дал этим ребятам, понимаешь? И ты думаешь, Господи, в общем, так хорошо, что мы один народ. Замоленные хаты, глохнет день сквозь кроны, пропуская пар дремучий. Я выжил, потому что выпал случай. Так приданное счастье не разлей. Там ровно рве, где небо отвело, где лесополки в степи превращались, по котелкам разлитый суп со щами, и осенью хранилось тепло. Остались в белых стенах на крови, в накрытых окнах пуховой периной. Остался мир, который нелюбимый, но выживший благодаря любви. У нас в студии Николай Нарылков с позывным Хакас, сослуживец Камиля. Николай, Камиль выходит ваш командир, так? Какой он командир? Я, наверное, бы так сказал, что никогда не видел, наверное, сколько я был на СВО, вообще не видел таких командиров, как он. А чем он отличается от других? К нему с любым поводом обратишься. Он говорит, я все помогу, я сам все сделаю, и хоть что, хоть когда. Ну, вы, наверное, хорошо помните тот момент, да, когда пришлось помогать и спасать командира. Слышим, взрыв был. И в секунд 5-10, наверное, такой крик. Ну, мы понимаем, что кого-то ранило. Ну и все, мы с Михеем, братишкой, убегаем. Смотрим, уже Камиля несут. Вот сколько там, наверное, человек 4-6, наверное, было. Вот так. Все, его положили в окоп. Там ему ногу перетянули, я помню, руку не стали, потому что кровь так не сильно шла от руки. Я помню вот эту ногу его, когда только здесь жгут. Мы еще как с Михеем... Да, турникет вроде был. Мы с Михеем вообще... Давай еще один поставим. Михей ему еще один затянул. Мы еще метров, наверное, 10 его, 15 протащили. Потому что окопы узенькие, как бы нести плохо, мягкие носилки.
Да, я еще тебе беру фломастер, открыл живот, написал часы, время, когда, что. Благодаря то, что вот ты написал, я запомнил это время. Да, он там, лежит, там стонет, еще, смотрит. Я ему раз написал время, все. Все по этим окопам. Тяжело было, конечно, идти по этим окопам. Вырыто так. Да. Плюс обстреливаем. Там, как плечи залазят, наверное, плюс обстрел. Тяжело было, конечно. Плюс, когда уже с окопов вышли, где уже поменьше стреляют, везде деревья же, все перекошено. Что танки стреляют, и артиллерия работает. Через деревья его тащишь, человек орет, конечно, орал. Камиль, у нас для вас есть видеосюрприз из Удмуртии. Посмотрим? Да, конечно. Камиль рос хороший мальчишка. Ни в чем не отказывал, помогал людям, мальчишкам помогал. Футбол любитель гонять был. Спортом занимался очень хорошо. На турнике он меня заставлял подтягиваться. Главное качество у него хорошее. Что задумал, то сделал на хорошо. Не доделал, на дело никогда не вставлял. Все до конца доводил. У него стремление было так, что задумал, пока не сделал, не уходил. Целое лето помогал заборы отгородить, по городу поливал, баню топил. В лес ходил, дрова готовил, домик покрывал, сайтинг обшил, баню покрывал, помогал как будущий командир, возглавлял команду. Ваш дедушка вас так любит, что он сегодня к нам приехал. Да? Да. Зайнула Фатхулович, заходите, пожалуйста. 3 года не виделся, да, получается? Да, наконец, долгожданная встреча. Зайнула Фатхулович, каким Камиль был маленьким? Каким ты был, да, таким остался. Таким остался? Таким остался. До 4 классов. Учился он в Пирогово. Музыкальный, как это называется? Школа музыкальная, да. До 3 класса. Купили На баяне играл. Баян ему купили. А потом 4 класса кончилось, и в кадеты поступил. Благодаря каким качествам он таким стал? Как воспитаешь, так и будет. В 2018 году вы принимали участие в параде Победы на Красной площади. Да. Спина до сих пор вспоминает те годы. И ноги тоже. Знаменная группа. 8-я шеренга, хорошо, молодцы. Знаменная, правое плечо вперед. Вторая, хорошо. 10-й, 11-й, чуть вперед вылезли. Третья, другой пошли. Наша память, наши раны, слышь, браток, еще плесни. Россия – страна возможностей. Мы создаем сами свое будущее. И если не мы, то никто не преобразует в лучшую сторону все, что сейчас создается. В 2024 году я как физическое лицо получил поддержку, стал победителем. И сейчас начали реализовывать данный проект. Сейчас ребята вовлекаются, занимаются спортом, проводят уроки мужества, посещают госпиталь. И в конце будет фестиваль, который соберет всех единомышленников на одной площадке, в том числе и федеральных экспертов в различных областях, и продемонстрирует свои возможности. В данном проекте «Школа адаптивного спорта» для участников ветеранов СВО могут принять участие все, не только участники боевых действий, но также и члены их семей, и молодежь, и дети. Каждая задача у меня была, как будто, не знаю, кто-то меня уберегает. Я хоть и мусульманин, веры у нас разные, а Бог у нас один. И здесь на передовой нет таких, которые сказали бы, я отрицаю всех. Стоит жить ради семьи, воспитания детей, продолжителей нашего рода.
Умереть не страшно. За родину и свою семью. Героями не рождаются. Героями становятся простые ребята, не ожидающие подачек от судьбы и подарков свыше. Всегда смотреть в будущее. Если ты будешь жить одним днем, так неинтересно. Когда ты уже будешь смотреть на дальнейшую либо перспективу, будет совсем другой итог. Камиль Ишбалдин. Неизменно жизнерадостный, с огромным зарядом энергии, бесстрашием во всем, невероятной выносливостью. Такую тягу к жизни, уверенность в своих возможностях, в решении проблем можно встретить нечасто. Это отличает человека несломимой воли, прошедшего по острию между жизнью и смертью и наделенного великой любовью к людям и миру. В следующих сериях мы продолжим рассказ о выпускниках нашего кадетского корпуса.